Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Мы находимся в Якутии. Сегодня я покажу, как лечить ваши суставы. Ну, как вообще лечат суставы в древности. Вот, люди реки, эвенки, вот, в данный момент. Меня этому способу научил Дмитрич в Жиганске. И мы будем лечить наши суставы щукой. Щука для этого подходит не только зимняя. Ну, зимняя, любая щука, в принципе, подойдет. Просто у зимней получается эффект больше. То есть она зимой, у нее шкура более плотная становится. И эффект от нее, от этого лечения такой щукой больше. Для того, чтобы лечить суставы щукой, нужно снять, получается, чулком кожу рыбы. Для этого вот я сейчас занес рыбу, показать вам, что вот она есть, щука. Поймана она по перволедию, лед только вставал, но она, конечно, не совсем зимняя. Ну и в принципе пойдет и любая щука, просто эффект будет, я говорю, что медленнее. Насколько я так полагаю, если ваши суставы, там коленные суставы, у меня вот 1 год я лечил колено, это уже прошло, наверное, года 3, может быть 2, 3, может быть, скорее всего, да. И сейчас нужно курс повторять, потому что через 3 года уже эффект пропадает от лечения. Вот. Я сейчас ее буду, немножко она отойдет у меня, потом я срежу плавники, сделаю, нужно срезать 2 пласта, в общем, чтобы коленный сустав обмотать полностью. И ну, мы будем на это сейчас, я буду это все показывать. И вот сейчас я оставляю щуку, срежу, конечно, здесь все лишнее сейчас, чтобы было потом легче просто содрать. Плавники нам не нужны, их мы отрезаем. Друзья, хочу сказать, что теперь есть мои ролики в сообществе ВКонтакте моей Клевая Рыбалка и Клевая Рыбалка Лайв, а также там в этом сообществе я буду публиковать свои ролики на день раньше, поэтому подписывайтесь, чтобы не терять связь. Если что-то случится, ищите меня ВКонтакте. Ссылка в описании под роликом. Срезаю плавники. Все, плавники мы срезали. И сейчас я лишнее вот здесь посрезаю кожу, чтобы, потому что потом наносить тоже по талой рыбе неудобно. И поэтому я сейчас просто вот сделаю, либо давайте сделаю здесь вот заглубление, срежу кожу, пока она мерзлая рыба, держать ее удобно и так далее. Поэтому кожу надрежем рыбе. Нож должен быть острый, большой, удобный для вас, чтобы работать было удобно. Конечно, можно попытаться отдирать уже, но я этого не буду делать, потому что сразу говорю, что я ее испорчу. Надо, чтобы она маленько отошла, и потом уже она пойдет сама. Буквально часик полежит, и будет уже нормально, можно будет уже сдирать кожу. Поэтому... Сейчас, конечно, у нас за окном уже минус 50. Холода стоят. Всех с прошедшими праздниками. Вот. Поэтому делаем надрезы. И потом по ним сдерем кожу.
Вот так. А мясо рыбы мы будем использовать на котлеты. Ладно, здесь пусть отходит, потом продолжим дальше. Все. Так, хотели было час разморозить, но разморозили, получается, всю ночь, поэтому рыба отошла полностью. И по моим следам, по ранее сделанным, сейчас мы отделим шкуру щуки. Кожа маленько подсохла, конечно. Это само собой понятно, что рыба лежала всю ночь. Ну, видите, из-за того, что рыба лежала целый несколько часов, шкура отходит прямо с мясом. Друзья, вот мне часто после ролика, это 3 года тому назад я делал ролик, писали, вот, что ты делаешь, ну, как нужно снимать шкуру, и вот я показываю, что пойдет ли она с мясом или без. Если вы сняли шкуру с рыбы, то вот это вот можно просто маленько сошкаблить. В принципе, смотрите, вот если маленько мяса даже на шкуре останется, да, ну, ничего страшного. Немножко, если мясо останется, ничего страшного. Вот, я, допустим, делаю вот просто сошкабливаю ее излишки. И все. И вот эту шкуру уже можете применять в медицине, так скажем. Вот я шкурки подготавливаю, здесь снимаю и буду лечиться. А мясо мы забираем на еду. В общем. Ну, значит, дальше нам понадобится пищевая пленка. Вот у меня обычный спортивный или эластичный бинт. И шкуры, снятые наших щук. Вот я их вот так вот зачистил. Вытащил я их с холодильника. И делается очень просто. Допустим, вот у меня левое колено больше всего пострадало от всяческих ненастий, от различного рода погодных негативных воздействий холодом. И вот так вот просто я прикладываю 2 шкурки. Вот, видите? Они вот так вот прекрасно держатся. Начинаю заматывать это все дело. Вот. Обычная пищевая пленка. Ну, много раз не буду заматывать. Главное, чтобы она вот здесь у меня не просочилась нигде. Вот. И теперь ваше колено надо зафиксировать крепко, плотно, чтобы оно ночью не двигалось. Вот для этого нам понадобится вот этот бинт. Вообще, по идее, перед сном это все делают, перед тем, как лечь. Ну, мы сделаем, давайте так. У меня уже там кровать готова, подготовлена. Потом пойдем ляжем. Слишком сильно тоже не надо, чтобы там ваши кровеносные сосуды не пережать. А то проснетесь утром, нога посинеет. Вообще отрежут к ядрене фени.
Ну вот и все. Вот так зацепили. Что ж, идем спать. Завтра снимем, посмотрим результат. Так, ну вот настало утро. Давайте снимем. Вчера я просто маленько еще слишком сильно затянул пинт, поэтому пришлось его ослабить. Из-за этого он немножко сполз, но в основном вот на суставе все равно держится. Под утро, конечно, рыбный запах присутствует по всей комнате. Пахнет щукой, капец. Так. Ну, запах, конечно, жесткий. Вот, все, это убираем. Щуку можно выбросить, кожу. Ну все, какой-то эффект должен быть, не знаю. Посмотрим. Ну вот так вот, ну что сказать. В принципе, вообще хорошо. Вот. Я уже делал эти процедуры, как говорил. У меня вот до этого прям жжения были в прошлом году. Ну, в те года я чувствовал прям покалывание, какие-то вот жжения. Но после использования у меня все прошло это. И уже больше повторно таких ощущений я не ощущал. Поэтому, у кого есть такие же симптомы, можете использовать. При ходьбе как будто были покалывания, как будто там что-то с чем-то трется и так далее. Вот такие были ощущения. Сейчас надо ноги помыть. Так что, друзья, пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями, не болейте. И можете попробовать этот народный способ, так скажем. Все, всем пока.